И снова здравствуйте. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кшара, в студии Алиса Шамба. Ну а сейчас коротко о главном. Чтобы казначейство работало эффективно и удобно, переход на казначейскую систему обсудили на расширенном совещании в правительстве. С водой будет меньше проблем. Ремонт водовода в столице завершается. Туристы в Сухуми. Актуальный репортаж программы. Любое нововведение на первых порах неминуемо натыкается на непонимание и некоторое противодействие тех, кто привык работать по старинке. Так случилось и с казначейской системой, на которую переведены все органы республиканских и районных властей с 1 июля. С тем, чтобы еще раз объяснить главам районов, работникам финансовых отделов администраций городов и районов, а также главным бухгалтерам преимущества казначейской системы перед банковской и как в ней работать, премьер-министр Артур Микваби провел расширенное совещание с участием вице-премьера Дмитрия Серикова, министра финансов Амры Кваранзе, начальника управления казначейства Джансу Хананба. Репортаж Амры Амичба. Трудности, возникающие при работе в казначейской системе, это трудности переходного периода, сказал премьер-министр Артур Микваби, открывая совещание. И нежелание учиться новому, добавил глава правительства. Есть одна особенность, что мы обязаны с 1 июля перейти на казначейскую систему исчисления бюджета. Эти условия обговорены с Российской Федерацией. Но если просто сказать, если мы не будем выполнять, то бюджетные ассигнования или бюджетная помощь, которая нам оказывается, она будет приостановлена. Это записано в договоре. В этой связи мы начали с вами. Что это нам дает, вы все знаете, понимаете. Это, конечно же, открытость. Это, конечно же, возможность государства понимать, что у него есть. Мы с вами понимаем. Это наша касса, бухгалтерия, хочу сказать, и контроль за расходованием государственных средств. Главы администрации районов высказали опасения, что введение казначейской системы лишит их самостоятельности при формировании бюджетов и расходовании собственных средств. Люди к нам ходят. Да, Минздрав им помог, не помог, ему надо выехать сегодня, дай деньги на дорогу. Не наличными, перечисляем ему на свернишку. Как мы это будем предусматривать в будущем? Может ли глава администрации, тот человек, который отвечает за исполнение бюджета в своем районе, распоряжаться этими средствами? Это первый вопрос. И второй вопрос. Раз мы перешли, тут разговор идет не о том, что мы против, или кто-то против, там, категорически против введения казначейства. Не в этом суть. А суть заключается в том, что между теми лекциями, условно, которые вы проводили, до практики расстояние огромное. Нужно было провести ряд таких серьезных мероприятий практического характера с начальниками финансовых отделов. Министр финансов Амра Кваранзе разъяснила безосновательность подобных опасений и подчеркнула, что собственные средства местные органы самоуправления распределяют самостоятельно. По ее словам, казначейство является операционным блоком Минфина. То, чем ранее приходилось заниматься банку, теперь выполняется казначейством. И при этом потоки денежных средств будут прозрачны и легко отслеживаемы. Первые 10 дней со дня запуска казначейская система была применена лишь при начислении зарплаты. Далее будет вестись работа по всем остальным расходным обязательствам. Мы отдали дотацию, вы направили это на заработную плату. С сегодняшнего дня мы начинаем с вами работу уже по всем остальным расходным обязательствам. Но вы эти расходные обязательства можете нести только в пределах остатка денежных средств, которые находятся на ваших счетах. Местные бюджеты сохраняют свою самостоятельность. Мы не регламентируем работу местных бюджетов. Но если мы вам направляем дотацию, мы определяем целевой характер этой дотации. И вы самостоятельно использовать эту дотацию не можете. Для эффективности казначейства необходимо соблюдать правила системы, так как автоматизированная система начнет работать только тогда, когда финансовые отделы всех уровней правильно и своевременно доведут до нее информацию о движении денежных средств. Амра Кваранзе заметила, что казначейская система раскрыла проблему местных бюджетов, а именно отсутствие планирования.
Вы должны иметь собственные доходы для того, чтобы правильно ими распоряжаться. И здесь никаких ограничений со стороны казначейства не может быть категорически, потому что предельные объемы обязательств, бюджетное ассигнование вы самостоятельно доводите информируйте казначейство по тем объемам обязательств, которые вы несете в течение текущего месяца. Главное, к 1 числу у вас должны быть остатки средств ровно в том объеме, который достаточно и необходимы для оплаты заработной платы, как минимум социального блока. И такую задачу мы перед вами поставили. И до 10 числа мы вас попросили этот вопрос урегулировать и решить. Некоторые руководители финотделов районов посетовали, что из-за плохой технической оснащенности задерживается подготовка платежек. Премьер-министр высказал необходимость установки компьютеров для ускорения процесса. Глава правительства попросил проявить терпение, так как казначейская система в республике только-только внедряется, и при этом подчеркнул, что нововведение является краеугольным камнем, с которого начнется реформирование всех других систем госуправления. Сегодня мы с вами здесь переговорили, решили насущные проблемы и наметили пути для того, чтобы эта система начала работать более интенсивно и более эффективно. Казначейская система исчисления бюджета является краеугольным камнем реформирования всех остальных систем. Если мы эти с вами действия не будем совершать или не организуем эту работу, мы безнадежно будем отставать. Подобные встречи будут проходить в правительстве по мере необходимости. Амрамич Батимур Гугохи, Абхазское телевидение. 18 вопросов повестки дня будут рассмотрены на заседании правительства Абхазии в четверг, 14 июля. Министры внесут изменения в постановление об утверждении положения и структуры Государственной миграционной службы Республики Абхазия и в постановлении о ставках вывозных таможенных пошлин. Кроме того, члены правительства установят предельный максимальный тариф и на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Будут рассмотрены и другие вопросы. Центральная часть и некоторые районы Сухума частенько в последнее время оставались без воды. И связано это с ремонтными работами на улице Ардзенба. О том, на какой стадии они находятся, расскажет Низ Фаршба. Очередной этап ремонтных работ, в ходе которых специалисты должны ввести в эксплуатацию новый водовод на одной из центральных дорог столицы, начался более месяца назад. Заменен водовод, трубы которого были заложены еще в 50-60-х годах прошлого столетия. Срок их службы 25 лет, а эксплуатируются они уже более 50. Возраст некоторых участков водопровода достигает 70 лет. Водопроводная сеть у нас в плачевном состоянии находится. На улице Ардзенба здесь главный такой водовод диаметром 315, и труба уже пришла в большую негодность и большой износ. Вы, наверное, заметили, часто копали в этих местах, но уже просто варить и приваривать невозможно. Она превратилась как в сито. Все работы столичная администрация проводит за счет собственных средств. Их не просто собрали, кое-где сократили расходы и прибавили сэкономленные. В итоге изыскали 8 миллионов рублей. Развязка у нас идет от улицы Джона до Воронова. Здесь два водовода, и по второй стороне, то есть это замена трубопровода на полиэтиленовую, которой гарантия 50 лет. Поэтому будем надеяться, что здесь у нас не должно быть проблем. Но участок очень сложный был. Это центр, переход 3 кварталов. Сейчас поставили задвижки в камерах, чтобы не отключать город, а могли при производстве каких-то работ локально это делать. По завершению работы администрация Сухума планирует восстановить дорожное полотно. И это будет не ямочный ремонт, а полноценное асфальтное покрытие большой части улицы. Эта дорога одна из главных республиканского значения. Она у нас имеет одностороннее движение, она очень важная, поэтому мы планируем именно здесь потом сделать покрытие. Немножко кусками, но большими. Все-таки большими картами это не маленький ямочный ремонт, от которого тоже нужно уходить. Конечно, не хватает асфальтово-бетонного завода. Мы с протянутой рукой, если видели, хотели перед праздником города сделать, где-то залатать, нам никто не дал асфальта. По словам специалистов, водоснабжение в Сухуме после завершения ремонтных работ улучшится. В ближайшее время никаких отключений воды не планируется. Если они и произойдут, то только из-за отключения электроэнергии, либо чрезвычайной ситуации. Низ Фаршба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.
Более 100 яванских макак из Вьетнама в течение нескольких месяцев были доставлены в Сухумский епит. О том, как прошел для них адаптационный период и насколько удачным для ученых оказалось приобретение, расскажет Саресмар. Для научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии этот вид обезьян совсем новый. Яванские макаки были привезены в Абхазию несколько месяцев назад. Несмотря на то, что адаптационный период миновал, их держат в специальных боксах. Доступ к ним имеют только сотрудники института. Здесь они ухаживают за животными и проводят различные медицинские эксперименты в области разработки лекарств от неизлечимых болезней. Для начала эксперимента, до введения исследуемого препарата, мы берем так называемые фоновые точки. До введения препарата они нам очень необходимы для дальнейшего анализа. Вот на данном этапе занимаемся этим. Берем кровь, которая у нас будет как начало для следующего, чтобы анализировать уже препарат. Его действия. Первые 40 яванских макак были привезены в институт еще в феврале. После этого сюда доставили еще 54 обезьяны. Последняя партия животных была привезена месяц назад. Все это время они находились изолированно от сородичей, и специалисты наблюдали за их состоянием. По истечении месяца, убедившись в том, что животные вне опасности и у них не выявлено каких-либо заболеваний, их переводят в общие блоки с другими яванскими макаками. По словам специалистов, обезьяны быстро привыкли к местным условиям. Они стрессоустойчивы, быстро привыкают к людям в белых халатах и ко всем процедурам. Те животные, которые у нас участвуют в эксперименте, сидят отдельно в боксе или изолированы от большого количества людей. К ним ходят определенные люди, которые изначально во время карантина работали с ними, так, чтобы было меньше стресса для них. Есть определенная система работы, конечно. Мы также, если работаем с ними, также обрабатываем участок забора крови, так же, как и с людьми работаем, создаем такие благоприятные условия, соответственно, и также аккуратно все работают, так же, как и с людьми. В основном все эти макаки привезены из Вьетнама, но разводить их здесь не собираются. Именно на этих приматах проводятся испытания для создания биотехнологических препаратов нового поколения. Это объясняется тем, что препараты активны только в отношении человека или же на наиболее близких к людям из нечеловекообразных обезьян, а именно яванских макаках. Все эти испытания на базе Сухумского епита проводит крупнейшая российская фармакологическая компания «Биокарт». По словам ее представителя Якова Устюгова, испытания для создания препаратов от псориаза и рака проводятся в 3 этапа. Первый прошел в Москве, сейчас проходит второй этап. Сейчас мы проводим только оценку на животных, для того, чтобы подтвердить, что сам препарат в будущем будет являться безопасным для человека. После того, как мы получим эти данные, я очень надеюсь, что данные получим хорошие, начнется первая фаза клинических испытаний в России этого препарата, где будет показана его эффективность. Действительно ли этот препарат будет помогать больным и будет помогать излечивать меланому. Сейчас в Сухумском питомнике более 500 обезьян. Хотя это в 5 раз меньше, чем в советский период, научно-техническая база все же масштабна. Корпусы, боксы, вольеры – все это постепенно восстанавливается. Немало здесь и туристов, которые хотят посмотреть на обезьянок и покормить их из рук. На сегодняшний день 527 – это только наших обезьян. Я сейчас не считаю 94. Они очень неплохо размножаются, но я всегда говорю, надо учитывать, что одна самочка приносит только одного детеныша, и то через год. Учитывая, что не самый оптимальный у нас состав стада для размножения, то есть, во-первых, стадо старое. По поводу курортного сезона как-то меньше людей, да, чем в прошлом году? Вот я вам скажу, что на 6 месяцев прошедшие, можно сказать, столько же, там на 450 человек меньше. Это имеет, в общем-то, объяснение, потому что у нас был провален январский заезд, а остальные месяцы, в общем-то, так же, как и в прошлом году. Будем надеяться, что сейчас увеличится число. Необходимо отметить, что в этом институте зарубежным ученым работать комфортно. Это объясняется тем, что славная история советской биологии здесь заметна повсюду. Ведь в этом питомнике в свое время были разработаны многие лекарственные препараты и вакцины, которые спасли многие человеческие жизни. Саресмар, Саида Гухава, Абхазское телевидение.
На календаре середина июля, а это значит, что в Абхазии разгар туристического сезона. Каждый год нашу страну посещают сотни тысяч туристов. Их излюбленными местами по-прежнему остаются Гагра и Пицунда. Но и такое направление, как Сухум, набирает обороты. К нему возвращается былая популярность. Наша съемочная группа с утра отправилась на пляжи столицы, чтобы лично убедиться в этом. Репортаж Налы Кови. О том, что популярность туристического Сухума растет, свидетельствуют пляжи с сотнями отдыхающих, нежащихся под утренним солнцем столицы и плещущихся в теплых водах Черного моря. Анна из Сибири признается, что ежегодно в течение 20 с лишним лет приезжает в Абхазию. Она с удовольствием отмечает положительные изменения в облике города, что не может не радовать ее. Все лучше и лучше становится. Нравится гостеприимство людей, море, солнце, песок. Все нравится, все хорошо. На городских пляжах достаточно чисто. Душевые работают, кабинки для переодевания, урны. Жаркая погода, теплое море в 25 градусов, легкая музыка, раздающаяся из прибрежного кафе. Все это располагает к отличному настроению и приятному отдыху. Туристы с удовольствием делятся своими впечатлениями об Абхазии. Я люблю море. Мы здесь уже 4 дня. Вчера были на озере Рица. Очень нам все нравится, все замечательно. Погода сначала нас не порадовала, но сейчас прям вообще просто супер. Да, нам очень нравится. Мы сюда еще вернемся 100%. Мы отдыхаем здесь на побережье уже 7-й день. Погода у вас отличная. Ездили на экскурсии. Отдыхали несколько дней в поселке Кинги. Хорошо, добродушные у вас, доброжелательные хозяева, очень нам все нравится. Немножко побольше на пляже инфраструктуры побольше. Было вообще замечательно. Спасибо вам за отдых. На набережной отдыхающим предложат различные экскурсии, прохладительные напитки, сувениры и аттракционы. Много предложений по экскурсиям, очень много предложений, чтобы прокатиться на различных водных транспортах и на автомобилях по горам, то есть очень много экскурсий. Очень много предложений, экскурсий по храмам, по водопадам, термальные источники. Предложений очень много, даже глаза разбегаются, куда поехать, а времени мало. Пляжный сезон в самом разгаре. Пляжи Сухума оборудованы всем необходимым. Здесь и лежаки, и раздевалочные кабины, и душевые, и развлечения для детей. Отличная погода, теплое море, все для отличного отдыха. Нала Кови, Беслан Чинджери, Абхазское телевидение. Туристическая тема будет продолжена сегодня на нашем канале в передаче «Ктоха», которая выйдет в эфир после новостей. Ну а сейчас о погоде. Завтра в Абхазии будет ясно. Температура воздуха ночью плюс 24-29, днем 32-33 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.